С первых дней жизни человек изучает свой родной язык. Это происходит незаметно. Нежный голос матери, бабушкины напевы и дедушкины истории постепенно знакомят нас с языком, на котором мы будем говорить всю жизнь. Жители республики гордятся им и готовы сделать все для его сохранения. Я очень рада, что я чувашка. Для меня это очень важно. Для меня важно сохранить чувашский язык. Поэтому в семье мы общаемся только на чувашском. Неспроста День чувашского языка совпадает с днем рождения Ивана Яковлева. Вся его жизнь была связана с родным народом, с его просвещением. Он создал чувашский алфавит, письменность, издавал чувашские буквари, учебники. Сегодня для нас очень знаменательный день. Праздники, посвященные чувашскому языку, сегодня проходят во всех районах республики. Я считаю, что сегодняшний день празднуют и чуваши, находящиеся в других регионах России. Ежегодно перед памятником Ивана Яковлева собираются ценители языка, возлагают цветы. И в этом году без этой традиции не обошлось. Сегодня мы рассказали, что он просветитель. Они знают, дети, чем он знаменит, почему мы должны почтить ему память. Вот мы сегодня пришли специально класть цветы, почтить ему память. Чувашский язык не должен пропадать, потому что мы на нем разговариваем. И на русском тоже разговариваем, но на чувашском мне больше привычнее разговаривать. И поэтому я думаю, что чувашский язык не должен пропадать никогда. Ко дню родного языка в Национальной библиотеке в честь столетия спектакля «Нарспи» и 55-летия оперы «Нарспи» подготовили выставку, где можно познакомиться с историей бессмертной поэмы от ее первого публикования до ее толкований современных мастеров искусств. На выставке осветили образ Нарспи в самых разных направлениях – через текст, изобразительное искусство, драматический спектакль, оперу, кино, мюзикл. Милена Алексеева, Елизавета Цветкова, Георгий Кривошеин, Республика.